название. Это называется Buckingham Palace, Букингемский дворец. Букингемский дворец был куплен, там кому рассказывать, кому... Меня. Букингемский дворец был куплен у герцогов Букингемских и назывался тогда Букингемский дом. Вот то, что вы видите желтое, это из другого камня. Вот это то, что купили у герцогов во второй половине 18 века. Вот. А то, что белое, это портландские камни, это уже достроили в 19 веке. Первая королева, которая сюда въехала, это королева Виктория. Это был 1837 год. Тут находится около 600 комнат. Вот из них примерно 30 парадных комнат, которые сейчас открыты. Королева сейчас в Шотландии отдыхает, и поэтому государственная комната открыта для посещения. У королевы, значит, это ее, она вообще не очень любит Букингемский дворец, она говорит, это мой офис, мой дом это Уиндзор, она живет в Уиндзоре. Суббота, воскресенье, старается пятницу, четверг тоже туда уехать, если есть возможность. Да. У королевы Уиндзор, Букингемский дворец и в Шотландии Холлируд – это государственные дворцы, это королевские государственные дворцы. Они не принадлежат лично королеве, они принадлежат тому, кто будет королем или королевой. Кроме того, у королевы есть личные дворцы. Это Балморал в Шотландии, где она сейчас находится, это Сендригам в Англии. Вот это ее как бы личные дворцы. В Балморале она находится август-сентябрь, а в Сендригаме она всегда справляет Новый год. У нее еще много других земель, дворцов, она не страдает отсутствием недвижимости, но вот это у нее, да. Звание монарха – это пожизненное монархия, это пожизненное звание. Значит, когда умер ее отец, король Георг VI, то вот мы видели дворец Святого Джеймса, такой старый кирпичный, там провозгласили, король умер, да здравствует королева. И вот это цепь, которая никогда не прерывается. Король умер, но да здравствует другой король. Значит, мальчик, девочка, значит, если есть старший сын, вот у королевы старшая дочь, а потом сын, тогда преимущество имеет наследник, принц Чарльз. Но если бы не было принца Чарльза, не было бы сыновей, тогда бы на престол зашла первая наследница, это дочь королевы, принцесса Анна. А так имеет преимущество, конечно, принц Чарльз, его сын принц Уильям, вот перед другими наследниками. Значит, вы спрашивали, на что живет королева. Да. Королева владеет вот всей этой землей в центре Лондона. Ну, владеют и другие люди. Герцог Вестминстерский, граф Кадоган, Сити владеет большими участками земли. Но основной крупный землевладелец – это королева. Но, опять-таки, это не ее личная земля, это в королевском тресте. Это как бы трест ей выдает деньги. Причем каждый налогоплательщик платит 99 копеек в год. Значит, 60 миллионов человек платят 99 копеек на содержание королевского дома. Ну, стоит ли это? Это стоит. По тому количеству туристов, которые привлекает королева, это туризм, в общем-то, бизнес, туризм и английский язык. Это три слона, на которых держится экономика Великобритании. У них нет большой промышленности. Вся промышленность была закрыта. У них чистая река Темза, у них чистый воздух. Тут ничего абсолютно не производят. Вот, все производят, если даже шьют, то ли в Африке, или в Китае, или в России, где угодно. Только не здесь. Английский народ, вы знаете, они менеджеры, они только управляют, так сказать. А на заводах, фабриках у них просто минимальное количество. Ну и вот королева, ей положены государственные фонды. Допустим, где-то 10 миллионов в год королеве дают на содержание армии, на содержание дворца, на ее представительство. Потом ей дадут еще 5 миллионов на ее поездки, на ее самолеты, на ее поезда, на ее машины, на ее лимузины. Вот такие суммы. И плюс у нее еще и собственные деньги. И вы знаете, что своих собственных денег она платит подоходный налог. Она платит так же, как все остальные. Ну, конечно, английская семья занимается бизнесом. Вот если пойдете в Букингемский дворец, вы пройдете через всевозможные магазины, где всевозможные королевские тарелки, салфетки, там все, книги, все это вы можете купить. Это приносит колоссальные прибыли. Букингемский дворец был открыт 20 лет назад, потому что для публики. Потому что в 1992 году в Уиндзоре был пожар. У них сгорел Рембрандт, у них сгорел Рубенс.
и нужно было как-то отреставрировать Виндзор. Конечно, государство дало деньги, но тем не менее королевской семье приходилось тратить самим. И вот тогда королеве сказали: Ваше Величество, откройте Бекингемский дворец. Пока Виндзор на ремонте, пусть люди ходят в Бекингемский дворец. Вот с тех пор королева открывает этот дворец для публики в августе, в сентябре. Сзади этого дворца находится огромнейший сад, самый большой частный сад Лондона. И королева, она все время работает. Вы не думайте, что она там просто сидит там и смотрит телевизор. Она зарабатывает свои деньги. У нее есть расписание, когда она куда должна поехать, что она